В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты и Рамзан Абуев готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Крепости духа. Нам не нужны бессмысленные жертвы. Беречь себя и друг друга обязательно. Очередная группа добровольцев по зову сердца вылетели в зону проведения СВО. Какие слова напутствия прозвучали перед дальней дорогой? Стражи порядка. Надо, чтобы сначала показали пример сотрудник госавтоинспекции, начиная с меня, а потом требовать также участников дорожного движения. Госавтоинспекция республики на передовой в сфере безопасности на дорогах. Эти ребята вносят свой неоценимый вклад в спокойствие граждан, о нелегкой службе инспекторов в нашем эфире. Для участия в спецоперации из Грозного отправилась очередная группа добровольцев. Все они традиционно прошли курсы подготовки на базе Российского университета спецназа. Ежедневно в столицу региона прибывают по зову сердца истинные сыны Родины, желающие отправиться на борьбу с националистами. Кто провожал бойцов и какие напутственные слова звучали, расскажет Медина Мударова. Храбрость, мужество. Этими словами можно характеризовать каждого, кто здесь находится. С начала спецоперации Чеченская Республика уже успела стать центром притяжения добровольцев. Сюда съезжаются бойцы со всех точек, и все ради одной цели – избавить Украину от нацистов и бандеровцев, а также защитить мирное население. Традиционно с напутственным словом к бойцам обратились официальные лица. Председатель парламента региона Магомед Даудов отметил, что в борьбе поможет только братская сплоченность. Я от вашего имени хотел бы поблагодарить главу Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова за ту ношу, которую он взял на себя с момента начала СВО. Также, бойцы, удачи вам! Берегите друг друга, поддерживайте друг друга, слушайте своих командиров. Беспрекословное подчинение своим командирам – это залог успеха уже на поле боя. Удачи вам! Министр внутренних дел субъекта Руслан Алханов в свою очередь выразил уверенность в том, что бойцы справятся со всеми поставленными задачами. Нам не нужны бессмысленные жертвы. Беречь себя и друг друга обязательно. Надо воевать не числом, а умением. Сегодня эти нацисты, бандеровцы, в свое время наши отцы и деды очищали эти территории России от этой нечисти. Сегодня вам с вами выпала эта же задача, чтобы очистить эти земли от этой нечисти. Я уверен, что мы с поставленной задачей справимся. Перед отправкой добровольцы прошли короткие курсы боевой и тактической подготовки на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Поэтому они владеют всеми необходимыми навыками для победы над врагами. Абсолютно у всех боевой настрой. Я приехал с Новосибирской области, с города Бердска. Настрой хороший, пошел добровольцем защитить интересы своей страны, избавиться от нацизма в Украине. В общем, хочу доказать и показать всей России, что нужны нам такие ребята, как я. Посмотрите, насколько едет. Так что присоединяйтесь к нашим рядам. Настрой боевой, едем бороться с фашизмом. Огромное спасибо Кадырову Рамзану Ахматовичу за экипировку, за подготовку. Реально база. Хорошую дали базу, подготовили хорошо. Думаю, приедем с победой. صدوا حرب شوي شوي ويجي شون شبكة سجع خلا بو خير شاقي خير بدال مولا عمد حاجيني هذا لازم قبل دويل بعد نهار ستوش ميتشاد عوردوش تو باش تبوش عندي عاقتن دال مولا. Смелость этих бойцов восхищает и вызывает гордость, смотря на эти отважные лица, понимая, что мы под защитой. Многие из них едут уже не в первый раз, они полны сил и нацелены только на победу. С минуты на минуту самолет вместе с добровольцами отправится в зону проведения специальной военной операции, чтобы навсегда избавить Украину от фашизма и нацизма. Медина Мударова, Ислам Ибрагимов, Рахман Хаджиев, Вести, Чеченская Республика.
Инспекторы госавтоинспекции всегда на постах. Помогают им современные технологии – автомобили, дроны, а в планах оснастить патрульные машины системой распознавания лиц. Но главное в этой службе – люди, которые строго следят за безопасностью на дорогах. И часто именно они первыми приходят на помощь тем, кто попадает в беду, совершая порой настоящие подвиги. Без офицеров дорог на магистралях царил бы беспорядок, а количество нарушений выросло бы в разы. Репортаж Луизы Андиевой. Не бойцы штурмовой группы, но в стрельбе не уступят сотрудникам специальных подразделений. Сменив жезл на огнестрельное оружие, инспекторы ДПС Чеченской Республики тренируются на полигоне Российского университета спецназа. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Наиболее зрелищный этап здесь – это отработка навыков стрельбы в определенных условиях. К примеру, вот эта площадка представляет собой дорогу, на которой стоит машина ДПС с 2 инспекторами внутри. И если появляется какая-нибудь угроза, то инспекторы должны действовать по определенной схеме. Цель! Такая подготовка совсем не для отчетов и не для красивой картинки. Инспекторы это знают и поэтому выкладываются, что называется, по полной. Оружие может понадобиться каждую секунду. Утром 21 ноября в Грозном преступник застрелил заступившего на службу инспектора ДПС Джабраила Джамалова. Джабраил пошел вот эту вот мечеть, и через какое-то время я увидел человека, который бежит в мою сторону и прицельно стреляет. Стоявшие на посту полицейские мгновенно оценили ситуацию. Ответным огнем бандит был уничтожен. Вообще дорожная полиция в Чечне – служба легендарная. Они первыми принимают на себя удар преступников и первыми встают на защиту людей. Рустам Уматгириев, например, был отмечен высшей наградой республики орденом Кадырова. В 2019 году именно он предотвратил ряд терактов, заметив подозрительный автомобиль с бандитом. Когда я взялся за ручку левой двери, то есть он сидел за рулем, окна были подняты машины, начал стрелять с корпуса. Вот так у него стоял пистолет, и не поднимая с корпуса, сразу начал стрелять. А эти кадры сделаны 4 декабря 2014 года. Тогда боевики захватили дом печати в Грозном. Кто знает, сколько бед натворили бы они, не окажись рядом решительных автоинспекторов. Не раздумывая, они вступили в бой, вызвав на себя шквальный огонь и удерживали преступников до подхода спецназа. В ходе спецоперации погибли 15 сотрудников правоохранительных органов. 38 полицейских были ранены. На таких историях сейчас и воспитывают новичков в республиканском ГИБДД. Первым делом им объясняют, здесь человек обязан соблюдать законы и беречь честь семьи, рода, республики, быть готовым к любой внештатной ситуации, в том числе и к требованию начальника управления госавтоинспекции Идриса Черхигова предъявить права прямо на построении. И вам неожиданно. Служебный день инспекторов точно по расписанию, кто на посты, кто в учебный класс. Тема нашего занятия – оказание первой медицинской помощи сотрудникам ДПС, пострадавшим при ДТП. Сотрудники проходят и теорию, и практику, порой прямо во время несения службы. Также проводятся занятия по административному регламенту и правильному оформлению документов. Занятия проводятся регулярно, в неделю 2 раза. Сегодня Чеченская Республика – регион с самым низким уровнем преступности. Об угонах автомобилей здесь не слышали очень давно. Нет никакой необходимости запирать машины или ворота. Мотополк занимает особое место в подразделении. Такие сотрудники на своем транспорте смогут и в пробках догнать, и по проселочной дороге проедут, и на тротуарах оштрафуют нарушителя. Автопарк Чеченской госавтоинспекции – отдельная тема для гордости. Он все время пополняется специализированными машинами. Здесь помогает и региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмад Хаджи Кадырова и МВД России. Я от всей души поздравляю с сегодняшним днем вступления на боевое дежурство на этих прекрасных автомобилях. И сегодняшняя трасса, которая была открыта 13 километров, она, конечно же, будет сопровождаться нашими сотрудниками, чтобы на всей территории и на этом участке было безопасно. Глава региона Рамзан Кадыров уважает людей в форме и требует этого от других. Для начальника тоже нет никаких привилегий. Застегнулся, сел в машину и поехал.
как и все дома. Весь день Рамзана Кадырова – это сплошные поездки. В кабинете не сидит, ситуацию в регионе привык контролировать лично. Такого же подхода требует и от руководителей всех уровней. Главный автоинспектор Чеченской Республики Идрис Черхигов такой подход к работе полностью разделяет. Может неожиданно проверить своих подчиненных или прийти им на помощь. Но главное при этом самому быть законопослушным участником дорожного движения. Сирены не включает, останавливается на красный свет светофора. Надо, чтобы сначала показали пример сотрудник госавтоинспекции, начиная с меня, а потом среповать их также участников дорожного движения. 6 часов вечера, а рабочий день майора Черхигова в самом разгаре. Проверяет патрули, успевая при этом отдать приказ о сопровождении водителя с больным ребенком, попросившего о помощи. Водитель просит сопровождения до больницы. Срочно сопроводить его. Жители региона о таких принципах автоинспекторов знают, а потому на помощь дорожных полицейских рассчитывают всегда. Приказываю заступить на охрану общественного порядка и по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Грозный. Луиза Андеева, Хусейн Мурдаханов, Шейх Мансур Умалатов, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Россия и Иран – две страны с уникальным экономическим потенциалом, культурой и историей взаимоотношений. Чеченская Республика же стала площадкой для проведения встреч на высоком уровне. О перспективах и потенциале в сюжете Медины Мударовой. Чеченская Республика развивается с каждым годом, а Грозный превращается в динамичный современный город, который радует новыми проектами. Одним из таких является строительство нового международного терминала аэропорта Грозный, который увеличит прием и отправку пассажиров и грузовых аэросудов. На этом новости перелетов не заканчиваются. Любителей воздушных переездов ждет еще один сюрприз. Недавно в наших социальных сетях и на информационных площадках была размещена информация об открытии в ближайшем месяце прямого авиасообщения между Грозным и Тегераном. Перелетами международного рейса Грозный-Тегеран займется авиакомпания ЮТР, и запустить его планируется уже в декабре. Вначале рейсы будут проходить один раз в неделю. Если это окажется востребованным, то количество увеличит. Новый маршрут поможет развитию туризма и экономики региона. Рейс востребован, очень много транзитных пассажиров. Тем самым мы еще получаем дополнительное увеличение числа пассажиропотока за счет пассажиров с Москвы, туристов, которые летают через нас уже на Дубай. В плане у нас до конца года открыть третий рейс. Это уже обговорено с ЮТРом, идет над этим работа. Это стало возможным благодаря договоренности между сторонами в ходе недавнего визита в Чеченскую Республику иранской делегации. В рамках 16-го заседания Постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству обсудили вопросы взаимоотношений. Мы очень надеемся в ближайшее время, что будет открыт торговый дом Ирана в Чеченской Республике, что будет усиливать и товарооборот между нашими странами и, конечно же, улучшить экономическую ситуацию в целом во взаимоотношениях наших регионов. Торговые дома также планируется разместить и в других ключевых городах России. Чеченская Республика придает большое значение сотрудничеству с этой мусульманской страной. Старается налаживать взаимодействие, уделяя должное внимание возможностям и специализациям двух стран. Иранцы давно стали долгожданными гостями для Чеченской Республики. Между нами сложились и дружеские отношения. Делегация не раз приезжала в регион по различным экономическим вопросам. В современных условиях западных санкций сотрудничество стало более тесным и продуктивным. Медина Мударова, Магомед Тагаев, Вести, Чеченская Республика. Правила безопасного обращения с электричеством и способы защиты, связанные с чрезвычайными ситуациями. На территории одной из столичных гимназий Грозного прошел микрорегиональный коммуникационный проект Россети Северный Кавказ под названием «Ток-урок». Около 300 учащихся старших классов узнали о правилах безопасного использования электроэнергии и много того, что не следует делать с приборами, проводящими ток. По словам специалистов, встреча электроэнергия – это большой друг человека, но с ним не стоит шутить ни при каких обстоятельствах. Кроме того, подросткам наглядно показали с помощью манекена, как оказывать помощь человеку, которого поразил разряд. К слову, проект организован при содействии Департамента образования столичной мэрии. Мы проводим мероприятия по доведению до детей элементарных правил электробезопасности.
тем самым готовя их к будущей жизни, тем самым распространяя, популяризируя эти правила, которые, возможно, не сегодня, но завтра спасут кому-то из них или их родных жизнь. Данные мероприятия у нас проводятся как в период летних каникул, в период зимних каникул, в том числе на территориях оздоровительных лагерей на постоянной основе. Акция под названием «СПИД. Лицом к лицу», посвященная Всемирному дню борьбы с этим заболеванием, прошла в Грозном. Цель мероприятия, организованного Национальной библиотекой имени Абузара Айдамирова, — пропаганда здорового образа жизни. Студенты медицинских среднеспециальных учебных заведений приняли в нем активное участие, представили литературную композицию и продемонстрировали мини-сценку. Приглашенные гости в лице психолога Республиканского центра по профилактике и борьбы со СПИДом Ларисы Гипаевой, заместителя главного врача Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Аминат Эльмурзаева и секретаря антинаркотической комиссии Ахматовского района Магомед Эмина Эрзнукаева рассказали присутствующим о сути заболевания, возможных вариантах заражения и профилактики. В завершении учащиеся приняли участие в викторине и получили призы. Пути заражения разные, не всегда, как мы обычно знаем, что это нездоровый образ жизни у заболевшего, это не всегда бывает так. Поэтому, конечно же, речь будет идти о толерантном отношении, о понимании, о бережном отношении. Мероприятия помогают людям понять причину, тем самым уберечься от такого рода заболеваний. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших страницах, в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.